Сигнал оружейного кабинета слышен во всем военно-учебном центре. Первым делом обустроили хранилище оружия, ведь это сердце образовательного объекта. Винтовки настоящие. Здесь есть и те предметы, которые побывали в зоне специальной военной операции, так сказать, свидетели истории. И, конечно, учебно-методический материал. Но один из элементов этой учебной материальной базы – это комната для хранения оружия. Да, уже на 80% все укомплектовано, находится под охраной, все готово к работе. Скажите, каким видом оружия будете учить и кто будет этим заниматься? Порядка 10 видов стрелкового оружия, которые будут проходить курсанты военно-учебного центра. Все виды автоматов, которые стоят на вооружении у нас в российской армии, пистолеты, ну и в том числе есть более тяжелые гранатометы. Успели укомплектовать и компьютерный класс. Российская армия не стоит на месте. С помощью высоких технологий преподаватели-айтишники будут обучать студентов работать по импровизированным военным сценариям. Такие навыки помогут изучить все тонкости работы военных. Сейчас военные, как и все остальные люди в мире, подвержены тенденциям, и все обучение по некоторым дисциплинам полностью замкнуто на компьютерные программы. Такие дисциплины, как военная топография, работа с картами. Уже никто не работает с картами бумажными. Все это введено уже в мир компьютеров. Военная тактика, моделирование всевозможных ситуаций на поле боя. Все это уже отрабатывается на компьютере. Здесь ребята будут этому обучаться? Конечно, здесь этим ребята будут обучаться, решать практические задачи, в том числе контрольные какие-то. Военно-учебный центр открыт на базе Ингушского государственного университета. Набор первых курсантов уже стартовал. Всего предстоит собрать 3 взвода. Обучаться студенты будут по программе сержант запаса и рядовой запаса. Обучение здесь рассчитано на 2 года. Подобный центр первый в Ингушетии. Поступить сюда могут только студенты ИНГУ. После обучения им выдается документ о дополнительном образовании, подтверждающий получение военно-учетной специальности. Ну и самое главное – военный билет. Студенты военно-учебного центра получат весь необходимый спектр знаний военного дела. Ребят также будут обучать работе с беспилотниками. Необходимое оборудование предоставит Министерство обороны Российской Федерации. Раньше военные центры называли военными кафедрами. У последних было намного меньше задач. Подобные образовательные объекты гораздо больше. Посещать военно-учебный центр нужно только раз в неделю. Это удобно. Можно совмещать с учебой в университете. Обучаться они будут исключительно военным дисциплинам в военно-учебном центре. То есть человек получает свое основное образование по своей специальности, которую он выбрал, поступив в Ингушский государственный университет, и параллельно военному делу обучается. У нас в военно-учебном центре не будет таких общих дисциплин, как там, математика, русский язык, литература. Будет исключительно военные дисциплины. По ним и будет проходить обучение. В чем еще огромный плюс я вижу этого, что человек выбрал для себя какую-то определенную основную специальность. И обучение в военно-учебном центре позволяет ему не быть оторванным от этой своей специальности. Преподавать будут офицеры запаса с богатым опытом в военном деле. Время, чтобы подать документы, у студента вуза еще есть. Для поступления в военно-учебный центр студент подает заявление на имя ректора, пишет автобиографию, копии документов прикладывает. Перечень документов определен, обращается в деканат. На основании представленных документов и заявления выдается направление студенту для прохождения медицинской комиссии в военном комиссариате по месту жительства и прохождения профессионально-психологического отбора. Уже скоро поступит весь необходимый материал. Работу по открытию военных центров ведет Министерство обороны России. Всего в нашей стране в планах должны создать 128 таких центров. В Ингушетии он распахнет свои двери для курсантов 1 сентября. Рина Цичоева, Султан Магушков, Магаз 24.